всего Портера остановились конкретно на двух, где проанализировали конкурентов по таким критериям, как скорость ответа и доставки, наличие господдержки, ассортимент, результат от игры и цена товара. Ринали и Валерия представляют проект настольной экономической игры «Алга. Республика Башкортостан», где учтены все территориальные особенности региона. Как отмечают школьники, игра помогает детям познать азы экономики, узнать особенности республики, а также помогает погрузиться в культуру. На данный момент мы уже запустили этот проект, он является действующим. И было продано 5 игр. Да, уже продали 5 игр и планируем развиваться. Надеемся, что нам удастся пройти на всероссийский этап и показать хороший результат там. Вообще мы участвуем в этом конкурсе, в этом чемпионате уже не первый год, мы участвуем 3-й раз. Мы начинали вообще участвовать в чемпионате, когда он назывался WorldSkills, сейчас он называется «Профессионалы». И в первый год, когда мы участвовали, мы приезжали сюда с тем же самым проектом, но он был не так сильно усовершенствован, как сейчас. В Акмуллинском университете проходит региональный этап чемпионата «Профессионалы». Конкурсные задания чемпионата первыми прошли юниоры-школьники. В направлении предпринимательства приняли участие 5 команд из Туймазов, Октябрьского и Уфы. Задания состоят из модулей, где школьникам необходимо показать знания в сфере предпринимательства, экономики и финансов. Каждая команда должна разработать бизнес-план, который содержит краткую информацию и ответы на вопросы, интересующие инвесторов. Работу участников оценивали их наставники, а также приглашенные эксперты. В каждом модуле у нас есть листы, по которым мы смотрим, что у ребят в эти модули должно было входить, насколько они раскрыли эту тему. Там достаточно большое количество баллов можно выделить, и мы смотрим, как человек выступает. То есть он прямо рассказывает от души или все-таки текст зачитывает, что он там раскрывает, насколько он уверен в том, что он говорит. По итогу выступления также комиссия задает уточняющие вопросы, и уже потому, что мы услышали, как опытный предприниматель, начинаем где-то так протыкать по вопросам и смотрим, плывет человек, действительно он как бы разобрался в этой теме, или он просто как бы пока написал, но не понимает, о чем идет речь. Если не понимает, конечно, лучше подсказать и рассказать, что и как лучше делать. В компетенции преподавания музыки в школе участниками стали команды школьников из Уфы. В творческом батле юниоры показывали самопрезентацию, радиоспектакль, отгадывали музыкальные викторины, исполняли песни. В ритмической импровизации школьники работали с волонтерами Акмуллинского университета. Как отмечают эксперты конкурса, чемпионат открывает огромные возможности для саморазвития и самопознания школьников. Участники получают новые навыки, учатся работать с различными программами и интерактивной доской. Здесь очень интересная история. У моего преподавателя должна была идти другая девочка, но она, к сожалению, заболела, и она мне предложила поучаствовать. Я сразу согласилась, потому что посчитала, что это будет большой опыт, и далее она мне поможет в профессии. Как готовилась? Готовилась с преподавателем, с Эльвирой Миньяновной, сама слушала разные произведения, видеоуроки, чтобы достойно выступить здесь. Победитель чемпионата должен обладать такими качествами, как целеустремленность, желание проявить себя, работоспособность, стрессоустойчивость и также открытость ко всему новому, не боязнь попробовать себя в чем-то новом, испытать себя.